Наташа, давай еще 3 человек желающих. А то вот после того, как у нас на первой или второй лекции вот здесь было 6 свободных мест, меня это... А когда люди говорят, мы не могли попасть, то даже интересно. Так, есть в зале кто-то, кто меня не знает, руки поднимите, пожалуйста. Так, есть, да? Дело в том, что у меня, я не к тому, что вы меня совсем не знаете, фамилию тоже услышали, да? Дело в том, что моя самая первая специальность была уролог. С 3-го курса института я начала заниматься урологией, и моя научная работа называлась «Забрюшинная гематома в эксперименте», что отнимало у меня кучу времени по вечерам, потому что мы на собаках делали те самые забрюшинные гематомы, потом их выхаживали, потом смотрели, как это делается. Потом делали срезы под микроскопами, потом в 3 часа ночи я приезжала из дома, чтобы менять эти срезы, приезжать не на чем было, пешком ходила. Было жутко интересное время студенческое. Защищаться я должна была сразу после института, но я влюбилась, вышла замуж за военного, и вся моя диссертация, естественно, как это бывает у любой женщины, да, моя жизнь стала посвящена семье. Вот, и ничего с этой диссертацией в свое время не вышло. Но урология все равно осталась навсегда любимой, наверное, профессией, потому что кроме этого и самое первое отделение, в котором я подрабатывала, это было урологическое отделение, еще студентка, я с 3-го курса уже работала в отделениях, потому что я считала, что врач должен пройти все от начала до конца. И вообще хороший хирург считается такой, который может взять шприц у медсестры там, где она не может вколоться в вену, и вколоться самый запросто. Что в свое время мне очень помогло, потому что, когда ты приезжаешь на новое место, да, приходит такая молоденькая вся из себя хирург, а тут все такие опытные, старшие операционные, сестры операционные, да, и тут пришла финтифлюшка какая-то, хирургиня, да. И когда, в общем-то, первый раз я вот так вкололась в вену, потому что я работала все время не от ложки, а не от ложки, это ты в вену должен уколоться трупа, а у трупа вен почти нет, поэтому там, конечно, мы все это умели делать. Уважение я, конечно, заработала буквально с первых дней, было в этом плане легче. Хотя хочу сказать, вот почему я никогда никому не советую сильно идти на операцию, да, но не факт, что вы попадете к хирургу с золотыми руками. Согласны, да? Не факт, что вы попадете к опытному хирургу, а не вот такой вот финтифлюшки, которые после института, да, не в плохом, конечно, смысле, да, но все-таки, как бы мы ни тренировались на трупах, на собаках и на всем прочем, да, на 6-м курсе мы обычно тренируемся на людях, как бы это грубо не звучало, но это на самом деле так. И все клинические больницы так и основаны на том, что студенты оперируют. Вот. И как ты там попадешь под эти руки, и где они могут что-то неумелое, не дай Бог, сделать, а у нас как бы второго шанса нет, правильно? Поэтому, если есть возможность не оперироваться, эту возможность надо всегда использовать. И поэтому я всегда об этом на лекциях говорю. Это, конечно, не говорит о том, что операции вообще не нужны, хирурги не нужны. Да, нужны, и очень часто. Но там, где что-то острое, что действительно вот или зарезать, да, или он помрет потом. Но есть ситуации, когда идут хронические заболевания, и когда надо стараться обойтись без ножа. Вот поэтому надо всегда сделать все, чтобы вот этот вот нож отодвинуть. Да, может быть, придется под него лечь, но пусть это будет после того, как ты уже все перепробовал, и когда все уже сделано. И вот к разряду и таких операций, и таких вот как раз заболеваний относятся заболевания почек и заболевания мужской мочеполовой системы. То есть урология – это, в принципе, мужские болезни. Именно поэтому сегодня в нашем зале как-то мужчин чуть побольше, да, чем на прошлой лекции, когда сидели одни женщины. Если даже на одного мужчину больше, это уже чуть побольше, согласны, да? Вы не одиноки, кстати. Вас тут больше даже, чем 2, 3 и так далее. Итак, мы сегодня с вами поговорим об одном заболевании, из-за которого очень часто люди попадают на операции, да? Это что? Чего? Аденома. Нет, давайте сначала с почек начнем. А что ж вы сразу так на аденому-то пошли? Мочекаменная болезнь. Правильно, мочекаменная болезнь.
Причем операция это не обязательно отрезать почку, да, или там вырезать камень, а очень часто операция, которая при этом заболевании применяется, это ультразвуковое дробление камня в почке. Это тоже называется операцией. И последствия от этой операции, поверьте, ничуть не легче, чем если бы это разрезали сверху, залезли бы и удалили. А иногда это бывает и хуже. Почему? Ну, во-первых, почему вообще образуются камни в почках? И вот мы вроде не должны возвращаться к старому, да? Так, у нас в зале есть люди, которые про тяньши очень мало знают, или вообще не знают. Есть такие, поднимите руки. Так, в смысле, вот вообще ничего не знаете, первый раз. Вы дистрибьютор уже? Дистрибьютор это человек, который имеет дисконтную карточку. Вот такая карточка. У всех есть? У вас есть, да? Сегодня подписали. Супер. Но обычно те, кто сегодня подписались, вот здесь сидят, но вот это уже не выгонишь. Уже все сидят. Итак, от чего же формируется мочекаменная болезнь? Две причины. Первая причина, основная причина. Причем, наверное, вот каждую из них нельзя назвать основной, потому что они вот две основные. Вот первая основная и вторая основная. И первая основная причина – это то, о чем писали в 1985 году в монографию «Остеопороз». Была такая монография, есть такая монография у нас, где как раз наши ученые выяснили, что при приеме препаратов, которые содержат кальций вместе с витамином D и, кто помнит, фосфором, вот эти вот, если в состав препарата входит только кальций, витамин D и фосфор, эти препараты вызывают образование камней в почках. Ведут к такому тяжелому осложнению, как камни в почках. Это к тому, что очень многие говорят, вот сегодня у меня была пациентка, да, а у меня дома есть какой-то американский кальций, вот обычно все эти препараты кальция, которые мы имеем в аптеках, они содержат в основном два компонента, витамин D и фосфор, и все. Что-то еще дополнительно, но в принципе это молекулярный кальций, который для того, чтобы он лучше усвоился, содержит витамин D и еще какие-то микроэлементы. Вот первая причина образования камней – это прием молекулярной формы кальция. Если у человека почки чуть-чуть не в порядке, то они не пропускают этот кальций, он там задерживается, он там выпадает в осадок, и он там формирует камни. Вторая причина – это нехватка кальция в организме. То есть кальций у нас в организме постоянно в крови, ой, мне кто-то что-то принес, видел. Постоянно в крови должен содержаться вот 1, даже чуть больше там, процента, вот ионный кальций в норме до 1,6. Почему я вам говорю ионная форма кальция? Дело в том, что у нас делают два анализа крови на кальций. Делают анализ крови просто на кальций. Вот там в норме идет там, от 2,2 до 2,8. Но это молекулярный, ну это не тот кальций. Молекулы кальция, которые дефилируют в крови. И у нас может быть очень много кальция в крови, но не хватать его в организме. Как бы парадоксально это ни звучало. И поэтому вот этот вот показатель, он как бы не объективный. Когда просто берут кровь на кальций, и вам говорят, ой, у вас кальция в крови очень много, у вас его норма. А есть другой показатель, который показывает ионы кальция в крови. Вот этот показатель, он идет от 1,2 до 1,6. То есть это ионы кальция в крови. Вот этот показатель у человека может быть ниже. То есть в норме желательно, чтобы это было 1,5 минимально, если 1,2 это уже мало. Это говорит о том, что у человека идет остеопороз. Остеопороз раньше называли нехватку кальция в костях. На самом деле остеопороз это общее заболевание, когда кальция вообще в организме не хватает. И сейчас вот именно вот на это третье место по смертности вышел именно вот этот остеопороз. Не просто нехватка кальция в кости, а нехватка кальция в организме. То есть остеопороз это более такое широкое понятие. И вот человек, у которого ионов кальция мало в крови, а организму ионы кальция нужны для сокращения мышц, для передачи нервных импульсов, для образования гормонов, для нормализации процесса возбуждения и торможения в головном мозге, для иммунитета, для снижения сенсибилизации. То есть, вот вы знаете, что при аллергиях, например, да, кальций обязательно назначается, вы в курсе,
То есть, если ионов кальция не хватает, организм компенсаторно начинает выкидывать кальций из костей, чтобы жить элементарно, чтобы вот эти мышцы сокращались и все происходило. И вот этот костный кальций, который выкидывается из костей, именно он образует камни. Причем он образует камни не только в почках, именно он является причиной образования камней в желчном пузыре, в предстательной железе, в мочевом пузыре, в печени, в поджелудочной железе. У нас камни сейчас образуются везде, где только можно. И поэтому, если камни убрать там из почек, предположим, вот есть операция, когда убрали почку, нафаршированную камнями, да, завтра они в другом месте образуются. Поэтому это не выход, когда мы просто убираем камни, или когда просто убираем желчный пузырь. Выход – это когда мы убираем причину камнеобразования. Согласны? Так вот, камни в почках – вторая причина – нехватка кальция в организме, и камни вырабатываются из костного кальция. Самое забавное, да, что костный кальций как раз откладывается в суставах в виде отложения солей. Костный кальций откладывается на стенках клапанов сердца и образуется так называемый кальциноз клапанов сердца. Вот мы в прошлый раз с вами об этом, по-моему, не говорили, да, когда про сердце говорили. Вот как раз, что такое кальциноз клапанов сердца. Клапаны, представляете, что это такое, да? То есть клапан открывается, да, пропускает кровь сюда, обратно не пускает. Вот когда идет кальциноз клапанов сердца, клапан не открывается, он как бы суживает это отверстие, и кровь через него проходит с трудом. И больной вынужден идти на операцию. Так вот, этот кальциноз клапанов сердца в последнее время стал диагностироваться, ну, если не у каждого четвертого, не у каждого третьего, так почти у каждого четвертого. И по этой причине многие вынуждены идти на операцию. А операция денежки стоит, опять-таки. Не говоря уж о том, что это операция на сердце, представляете? Так вот, это тоже причиной кальциноза идет нехватка кальция. Итак, нехватка кальция – это вторая причина образования камней в почках. И отсюда, пожалуйста, лечение. Да? Если мы идем на так называемое ультразвуковое дробление камней, нам раздробили сегодня камни, а причину мы не убрали, завтра мы опять туда же пойдем, правильно? Что происходит при этом ультразвуковом дроблении? Вообще, что это за... Кто был на этой процедуре? Руки поднимите, кстати. Один человек был, да. Сочувствую. Не хотите рассказать, как это было? Да, не хочет. Поэтому я и говорю, не хотите, да, потому что не хочет. Я расскажу. Это представляет такой приборчик. Если я что-то буду не так говорить, вы меня исправьте, ладно? И вот получается как раз, вот знаете такое выражение, из пушки по воробьям. Слышите, да? Вот это как раз то самое. То есть прибор-то, конечно, представляется где-то вот в области почки. Но, как вы знаете, природа не терпит пустоты, да? И у нас почка, она ведь вот так вот в воздухе здесь у нас на крючке не висит, правильно? То есть там, где вот этот прибор представлен, посередке идут мышцы, сосуды, нервные пучки. Где-то, ну, кости там не получаются, конечно, обычно это чуть пониже локалочка, там ребра еще не уцепляются. По пути это может зайти, например, хвостик поджелудочной железы, и с этой стороны, там, предположим, печень может попасть. То есть под вот эту вот пушку попадает все вокруг. А кроме этого, что такое камень? Это если мы возьмем почку, вот предположим, вот так вот она выглядит у нас почечка, вот здесь вот чашечки. Вот камень может быть где-то здесь, например, но он же не снаружи, правильно? Он внутри этой почки получается. Чаще всего дробление проводится, когда камень может сдвинуться, вот где-то попасть, там, в проток, предположим, еще где-то, мочеточие. И когда мы начинаем стрелять, а мы стреляем направленным вот этим вот ультразвуком, все вокруг попадает под этот выстрел. И представляете, какой это выстрел, если он дробит камень? Представили? Камень. А вот все, что вокруг этого камня, оно же вот так насквозь проходит, а это все наше родное тело. Мягкие ткани, все-все вокруг. Что происходит с пациентом? Ну, его обезболивают, все как бы боль он и не чувствует, но он потом 3 дня ходит в туалет с собственной почкой. То есть вот это вот все, это идет такая моча, сплошная кровь. У кого-то чуть полегче, если это вот пониже, оно немножечко полегче. Если это где-то вот здесь вот поглубже, это хорошая такая гематурия, макрогематурия это называется, когда сплошная кровь идет.
Но это тоже с первой попытки может не раздробиться. У вас с первой попытки раздробили? Сколько раз вас пытались? 4 раза? Угу. Так, еще маленький такой нескромный вопрос. А сколько стоила эта процедура? Сколько? Передайте сюда. 700. 700, но это давно было, да? Долларов. 700 долларов? Одна процедура или 4? Все 4 за 700 долларов, да? Но в конце концов раздробили? Или вам все-таки пришлось идти на операцию? Раздробили, да? Да. Не слабо, да, 700 долларов. Посчитали, хорошая такая сумма, да, за которую она свою почку вдрызг раздробила. Вот все, что я рассказываю, это с вами было же, да? Вот все это с вами было. И сейчас в почке пилонефрит такой махровый, да? И опять камень такой же, все. То есть еще 700 долларов надо приготовить, получается. Уже 1000. Это просто, когда вот кто-то начинает говорить, у вас деньши так дорого. Это просто человек, который вот как она не ходил. А вот сейчас она уже лучше эту 1000 долларов потратит на другое, да? Но туда уже не дойдет. Согласны? Поэтому вы здесь сегодня не сидите, да? Но это у вас дороговатенько обошлось, да? Хотя у нас, наверное, точно так же. У нас эта процедура стоит сейчас, ну, в принципе, да, 9300 долларов. У нас получается дороже. У нас официально через кассу 12 тысяч одно дробление, да? За 9 тысяч можно договориться с врачом, который это делает без кассы. Это получается, что у нас дороже, да? Ну, 300 долларов одно дробление. Она была на 4 дроблениях за 700 долларов, так что это еще подешевле получается, да? Итак, что мы получаем в результате этого? Вот у нее хорошо, что хоть за 4 раза, но это раздробилось. Чаще получается ситуация, у кого-то и за 1 раз, везунчики бывают, да? То есть раздробили, вот это вот, да, ладно, там все повредили, но раздробили. Камень потихонечку может кусочками выйти, камень может не выйти, какой-то кусок большой, вот здесь вот застрял, и зачастую больной попадает на операцию. Хорошо, если есть возможность прооперировать. Дело в том, что у нас мочеточник имеет, но он тоже не расположен в пустоте, понимаете? И чтобы к нему вот оперативно подобраться, да, это нам нужно идти, вот у нас есть доступ там сзади, да, спереди, есть места физиологических сужений, которые иногда очень тяжело достать. И сама операция вот в определенном месте просто невозможна. И в таких случаях уже достаточно сложно этот камень вытащить. Есть методика, когда мы из мочевого пузыря пытаемся вот залезть в мочеточник, оттуда вытащить. Ну, в общем, все это не очень сладко приходится, да, даже послушать. Но, в принципе, это приходится больному идти на операцию. Это неизбежно. Наркоз, это все вытекающие отсюда последствия. Если камень не раздробился, иногда удаляют почку. Сейчас уже иногда. Раньше это делали очень часто. И самое печальное, что у человека убирали одну почку, а камни же продолжали образовываться, они образовывались в другой почке. Это вот, вы, наверное, слышали, я рассказывала, у меня такой яркий случай был в Перми, когда я вот рассказывала, как образовываются камни, да, а когда камень образуется, что говорит врач? Вам нельзя кальций. Вам говорили, что вам нельзя кальций? Вот, пожалуйста, конкретный пример. И у меня в Перми подошла женщина, которая рассказывала, вы, говорит, Фарида Равильевна точно все про меня рассказали. У меня, говорит, образовался камень. Мне запретили есть кальций, он у меня увеличился, в итоге, говорит, меня прооперировали, убрали эту почку, кальций совсем запретили, я перестала есть все молочное, все, говорит, перестала есть, у меня образовался камень другой почки, его, говорит, 1 раз разрезали, убрали, и сейчас, говорит, он опять образовался, а я же кальций не ем. Я уже все, что можно было, что кальций содержит, вообще все перестала есть. И получается все с точностью наоборот. Если образовываются камни, что нужно кушать? Наоборот, да. Надо усилить молочку, надо усилить тот же холодец, надо больше есть мясо, надо больше есть рыбу. Все, что содержит органический кальций. Потому что, к сожалению, много кальция в шпинате, в салате, в морковке, в тыкве. Но он у нас в организме не усваивается. Это не наш родной кальций, он растительный. Вот через корову, пожалуйста, вот корова его переработает, возьмет к себе, тогда мы его воспринимаем. А если вот этого катализатора коровы нету, тогда это просто не наш кальций, и мы его не воспринимаем. Он для нас не работает.
Именно поэтому, хочешь не хочешь, органический кальций нужен и в больших количествах у человека, у которого есть склонность к камнеобразованию, к отложению солей, кальциноз клапанов сердца, склероз сосудов, когда сосуды жесткие, на них тоже кальций откладывается. Это человек, которому не хватает кальция, который не доедает кальция. А так как мы не всегда можем себе это позволить есть, правильно? И потом это, представляете, сколько надо есть, когда идет хроническая нехватка. Вот тогда нужен обязательно ионный кальций, который мы имеем в тиньши. Особенность нашего кальция, он ионный. И от него камни не образовываются. Мало того, 5% кальция, вот почему у нас идет 95% усвоение, потому что 5% это активный кальций, который выдергивает кальций из суставов, из камней и уносит его из организма. Он помогает разрушить вот эти отложения и убрать их наоборот. Итак, если у человека мочекаменная болезнь, камни могут быть самые разные. Ураты – это камни, которые образовались, кальций соединился с мочевой кислотой и образовал ураты. С фосфорной кислотой – фосфаты, с щавелевой кислотой – оксалаты. Если у нас в моче находят какие-то соли, это уже говорит о том, что есть склонность к камнеобразованию. И когда вот большое количество солей, мы говорим так называемый мочекислый диабет. Вот у деток очень часто бывает. Кстати, у деток тоже мочекаменной болезни очень много. Но вот по российскому региону как-то поменьше, очень много, на удивление, очень много камней в среднеазиатских республиках и в республиках Кавказа. Вот у них, у детей камнеобразование очень сильно развито в некоторых республиках. Дагестан, там по цифрам, я в свое время этим вопросом занималась. Итак, если есть камни, кто у нас камни растворяет, помните? Антилипидный чай, чай для похудения и кардицепс. Вот это 3 препарата тиньши, которые обладают свойством растворять камни. Самый простенький антилипидный чай, чай для похудения, сходен с ним с эффектом. То есть, как мы это определили, просто у меня были пациенты, у которых были параллельно камни, например, они с какой-то целью пили чай для похудения и попутно растворялись камни. То есть с этим я уже столкнулась просто вот на практике. Первое. Но второе. Мы можем с одной стороны растворять камень, а с другой стороны, что с ним происходит? Он нарастает, если человек не принимает кальций. Поэтому один чай мало. Если у человека есть склонность к образованию камней, то как минимум диета кальциевая, да, как максимум хоть чуть-чуть, но кальций принимать постоянно. Любой. Вот насчет какого кальция, хочу вам сказать, дело в том, что у нас каждый кальций обладает каким-то свойством своим. Вот биокальций, он очень здорово регулирует женские тела. Вот мастопатии, фибромиомы, климакс, да, это биокальций. У многих на суставы. Кальций для снижения сахара – это микроциркуляция, это улучшение функции поджелудочной железы, это женские дела улучшаются и зрение улучшается. Кальций для снижения сахара очень здорово действует на зрение. Детский кальций – это гемоглобин, естественно. И потом в патогенезе, когда болят суставы, да, очень часто суставы болят не просто из-за нехватки кальция, а есть еще один микроэлемент, который действует. Какой, скажите? Быстро. Нет. Железо. Представляете, нехватка железа, да, тоже ведет к дегенерации суставов. И именно поэтому детский кальций – это железо, это кальций, это цинк, все вместе, это еще и суставы. Гемоглобин – это мы с вами уже говорили, что? Сердце, да? И у кого вот сердце не в порядке, детский кальций – это обязательно. Кальций мозговой – это мозги, это остеохондроз, это всевозможные инсультники, энцефалопатии, мигрени и так далее. Кстати, вот по мигрени, да, ладно, не будем уходить в сторону. Нет, сегодня тема мигрени. Просто понимаете, если рассказывать, все время можно в сторону уходить, и столько вообще интересно. Так, дальше. Это кальций мозговой, тоже всем нужен, да. Гайбао – это больше суставы, и это камни. Вот гайбао как раз содержит 5% активного кальция и экстракт дерева тореза, который тоже помогает растворять камушки. Жевательные таблетки – это все проблемы ротовой полости, да, и плюс еще кальций. И вот сейчас у нас еще один кальций появляется, он уже в сертификации, кальций с облепихой.
это регенерация, это печеночные дела различные, ну и все остальные вот кальциевые дела. Еще кальций с облепихой появляется, скоро будет. И еще один кальций, кальций губао, я сейчас его сама пить начала, это кальций, который в своем составе содержит кандий. То есть это гайбао вместе с кандием. Кальций губао называется, не гайбао, а губао. И поэтому, когда начинаем пить кальций, вот прям с начала и до конца. Месяц гайбао, месяц биокальций, месяц мозговой, месяц детский. То есть вот прям все кальции надо попробовать и посмотреть по себе, какой кальций вам больше всего, на каком кальции вам комфортнее всего. Потому что вот у кого-то от биокальция все прекрасненько, да? Кто-то любит мозговой, у кого-то очень хорошо от гайбао. То есть просто вы себе найдите то, что для вас лучше всего. Очень многие любят детские кальции. Вот, например, вот бывает, знаете, возрастная слабость, когда после 80, да, вот приходят, они все приходят, у них у всех одинаковая жалоба, слабость. Вот говорят, сил нету, жить надо, а сил нету. Вот это вот сил нету как раз очень здорово снимает детский кальций. У меня есть такая интересная пациентка, может быть, кто-нибудь из вас слышал, есть такой знаменитый татарский композитор Жиганов. И вот я вообще думала, что у него жена умерла, потому что Жиганов это такая вроде дальняя история, да, а вот ей сейчас уже 86 лет, и она содержит, в смысле, является директором музея квартиры вот своего мужа, и она знает, что если она умрет, этот музей, в общем, скорее всего, аннулируют, понимаете? И она ко мне пришла 4 года назад, говорит, что-нибудь сделайте, чтобы я могла работать, чтобы у меня силы были работать, вот, потому что благодаря мне вот музей моего мужа держится. Вот она 4 года пьет детский кальций постоянно. Когда у нее есть лишние деньги, она пьет по 3 пакета в день. Когда у нее лишних денег нет, она пьет 1 пакет в день. Я тут помню, а у нее и операции на сердце, уже она вообще вот по-хорошему такие не живут. Понимаете? Вот она на этой силе воли и на нашем детском кальции вот является директором. Из дома она, конечно, не выходит, но, по крайней мере, она вот в доме, она принимает людей, она водит эти экскурсии. Я считаю, это тоже очень хорошо, правда, для ее возраста. Это человек, который познакомился с ним, кстати, в туберкулезном санатории. Они оба болели туберкулезом, представляете? Оба, как говорится, больные уже в самой юности были. Много лет прожили, но он очень рано ушел, в общем-то, достаточно рано. Вот, а она сейчас продолжает. И это наш детский кальций ее держит, это тоже здорово. Поэтому любой кальций и чай, или антилипидный, или чай для похудения, причем вот для некоторых говорят, я и так худая, куда уж мне чай для похудения. Дело в том, что вот если вы кого-то спросите, кто-то вам может сказать, я пил этот чай для похудения и не похудел. И очень многие могут это сказать. Потому что на самом деле это не тот чай, который сжигает жиры, сжигает все подряд. Он регулирует основной обмен. А человек, который худой, это человек, у которого тоже не в порядке основной обмен, правильно? И поэтому от этого чая худой человек, наоборот, может поправиться. Поэтому это как бы не проблема. Это можно всем, пожалуйста, на здоровье. Но еще момент. Если есть варикозное расширение вен, да, если есть человек, которому не показан кальций, потому что он повышает свертываемость крови, а очень многим, вот вам врач может сказать, да вы что, вы кальций пьете, у вас же протромбиновый индекс такой высокий, вам нужно свертываемость снижать, а вы кальций пьете. Вот в таких случаях надо пить мозговой кальций и детский, которые на свертываемость крови не влияют. Мозговой и детский кальций. Дальше, если есть мочекаменная болезнь, это практически всегда есть пиелонефрит, то есть так называемый вторичный пиелонефрит, который возникает, но представляете, вот здесь вот камушек, да, он постоянно царапает немножечко, да, здесь же моча вырабатывается, идет сначала асептическое воспаление, раздражение мочой, а потом может и присоединиться где-то инфекция. И поэтому практически у каждого пациента есть вторичный пиелонефрит. Поэтому желательно таким людям еще добавлять все-таки кардицепс схемочку. Буквально можно по одной капсуле, если камни большие, потому что кардицепсом можно камень сдвинуть, он же тоже на него действует. Вот. И если камни небольшие, или если вот просто попробовать, вот ты попил по одному, ничего не шевелится, можно на 2 капсулы перейти, больше 2 капсул не стоит. И причем вторую капсулу, одну надо утром пить, потому что кардицепс очень здорово тонизирует, силы прибавляет, а вот вторую в 17 часов на меридиан почек. Вы тут поклонники меридианов, да, у вас тут Ольга Михайловна есть.
Пейте по меридиану почек. Мы не поклонники меридианов, но некоторые меридианы я тоже соблюдаю. Нет, конечно, я понимаю, когда человек живет по меридианам, да, но в 3 часа ночи пить по меридиану желчного пузыря, извольте. Для меня вот это и для моих пациентов это уже пытка. Любой ремонт должен быть все-таки немножко комфортным, правда, а не прям вот насмерть лечиться. Итак, вот эта вот схемочка для растворения камней. У всех всегда возникает вопрос, а за сколько же времени это происходит, да? На самом деле у всех по-разному, потому что, во-первых, камни разные, и, соответственно, как любой сахар, который по-разному растворяется, а у нас чай как сахар растворяет камни, точно так же и растворение идет по-разному. У меня конкретные примеры по пациентам от одной упаковки чая, чаще всего, и где-то до 6 месяцев идет растворение камней. Но вот такого, чтобы прям вот, ну, очень сильно и плохо, может быть, вот единственный случай у меня есть, женщина, там огромный коралловый камень почки, от операции она категорически отказывается, да, и вот она, я с ней разговаривала, в каком-то из городов в Казани у нас, вот она где-то уже 9 или 10 месяцев принимает, и вроде как никаких подвижек, но нету боли, хорошие анализы мочи, это тоже как бы на мясо, правильно? Вот, хотя бы так, чтобы, по крайней мере, ну, не было показаний к операции, это тоже хорошо, и почка функционирует. Так что это нормально. Значит, пиелонефрит. Пиелонефрит – это воспаление, вот, ну, мы вам все сегодня не успеем, поэтому я немножко пробегусь, наверное, просто галопом по Европам, да. Вот когда воспаляется сама ткань почки, вот это вот место, да, это называется гломерулонефрит, то есть клубочковый аппарат почек – это та зона, в которой именно и формируется моча. Вот эта вот зона называется мочевыводящей системой. Это чашечки, лоханки и мочеточки. Вот воспаление этой зоны называется пиелонефрит. Гломерулонефрит – очень сложное заболевание, которое не любит никаких лекарств, не любит никаких добавок. Тоже, кстати, если у больного махровый гломерулонефрит, сразу хочу сказать, многие биодобавки ему принимать просто нельзя. В Тиньши, но видите как, в отличие от всех остальных компаний, у нас все-таки биодобавки как бы вот раритеты и оригиналы, скажем так, да, потому что вот те рецепты тибетской медицины, которые выкупали многие фирмы, да, и потом образовывали свои компании, тот же Гербалайф, Ньювейс и так далее, это все были рецепты вот как раз, ну как бы второстепенно. У нас рецепты самые суперные, потому что Китай для себя это делал, для себя эту компанию делал, и в общем-то деньги, китайцы хорошо умеют считать деньги, да, поэтому рецепты у нас здесь действительно исключительные, но даже из наших добавок не всем можно. Если у пациента гломерулонефрит, настоящий гломерулонефрит, и не дай бог с почечной недостаточностью. Показатели, которые говорят о том, что вот эта вот зона работает плохо, это если идет большое количество белка в моче. Причем белок, там вот у меня были пациенты, у которых, ну, 7 грамм белка было, представляете, вот при норме белка 0, при допустимости белка 0,033, представляете, да, грамма на литр. Это были пациенты, у которых было 7 граммов. Представили? Это огромные цифры. 5 граммов. Это очень часто бывает при так называемом аутоиммунном нефрите. Это когда организм воюет с собственной почкой. И у нас сейчас таких заболеваний стало очень много. Это, кстати, часто бывает у молодых. Еще показатель, это по моче. Еще показатели, 3 показателя, это остаточный азот, это мочевина, это креатинин. Вот если эти показатели завышены, то такому пациенту нельзя никакие биодобавки. Ему можно и нужно немножко кардицепс, буквально по капсуле, немножко цинк, не больше 2 капсул в день, и немножко детский кальций по чайной ложечке. Кардицепс можно заменить холейканом, они сходны по эффекту. Можно добавить вейкан, тоже не всегда. Вот когда я в книге писала, да, там я вейкан, в общем-то, акцент делаю. Очень многим хорошо с вейканом, но даже его я вот сейчас, когда очень хорошая почечная недостаточность, даже его я побаиваюсь давать. А вот кардицепс с цинком, они никогда не утяжелеют, не делают тяжелее почечную недостаточность.
не отягощают почечную недостаточность. Именно, знаете, почему многие врачи не любят биодобавки? Потому что, на самом деле, особенно не любят нефрологи. Потому что если почка не работает, а любая биодобавка, она уже замышляется как что-то, очищающее организм. И когда это что-то, очищающее организм, очищает-то каким образом? Это должно выходить с мочой, понимаете? Вот эта биодобавка всю грязь сюда приносит, а здесь невозможно профильтровать. Идет огромная концентрация на почку, и вот от тех же, я не хочу хаять, да, но вот добавки, не буду название говорить, да, от добавок многих фирм больные получали почечную недостаточность и погибали. Такие случаи есть на самом деле, у нас в Казани есть. Именно поэтому вы никогда ни одному врачу, который потерял больного от почечной недостаточности, принимая биодобавки, не докажете, что это хорошо, понимаете? И он прав, потому что он уже видит. Поэтому, если почечная недостаточность, только кардицепс ЦМ. И вот тут у меня достаточно много таких пациентов. Вот тут еще возникает вопрос, меня очень часто спрашивают, а как вы относитесь к жидкому кардицепсу? Вообще к любым добавкам я отношусь хорошо, к жидкому кардицепсу я отношусь плохо. Не потому, что он плохой. Дело в том, что вот так же, как очень много сортов женьшеня, также очень много сортов кардицепса. Вот кардицепса есть 100 видов, есть даже алтайский кардицепс, оказывается, понимаете, который растет у нас на Алтае. И вот тот кардицепс, который у нас тиньши, и вот тот кардицепс, который жидкий, это разные виды кардицепса. Жидкий кардицепс, он хороший, согласна. Но вот для таких дел он абсолютно не годится. Почему я отношусь плохо, это та же причина, о которой я вам сейчас говорила. Я потеряла больного на жидком кардицепсе. Больного с почечной недостаточностью, который на нашем кардицепсе нормализовался, который его принимал. Мужчина был молодой, 42 года, креатинин у него был при норме до 120, 1200. Представили? 3 раза в неделю искусственная почка. И мы его на нашем кардицепсе снизили креатинин до 200, он ожил, он даже начал работать, все было нормально. Потом так получилось, а мы его вели вдвоем, вы знаете, Амира у нас эндокринолог есть, знаете, на лекциях перевесили. Мы вели с ней вдвоем этого пациента. А она у нас такой человек, вот есть врачи, которым все равно какая фирма, все подряд назначают, да? Есть везде такие врачи. И она, не было кардицепса у нас где-то 2 или 3 месяца. И она в этом жидком кардицепсе тоже подписана, она его накормила жидким кардицепсом. Она ему его дала, у него подскочил креатинин, он ушел. Сразу, резко. Она мне потом призналась, причем она меня об этом в известность не поставила, вроде как кардицепс и кардицепс, да, но там немножечко, понимаете, почему вот наш кардицепс безопасный, а тот нет. Нельзя никакие травы таким пациентам. Жидкий кардицепс это все сложные формы, понимаете? Ни одной вот этой ампулы нету, в которой был только один бикардицепс. Там добавлена еще куча всяких трав, которые таким больным противопоказаны. Это первый момент. Второй момент. Жидкий кардицепс это лекарственная форма частично синтетического происхождения. Понимаете? Лекарственная. Это действительно и как лекарственная форма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда мы принимаем биодобавки, мы не навредим, потому что сама биодобавка подразумевает, что она не должна навредить. Лекарственная форма всегда имеет противопоказания, осложнения и обязательно точную дозировку. Поэтому, когда мне кто-то говорит, зато жидкий кардицепс хорошо промывает нос и горло, я говорю, разводите наш кардицепс, дешевле обойдется, и промывайте все места, какие вам нравятся. Это будет, по крайней мере, намного дешевле. Я обычно не люблю говорить про какие-то добавки, но жалко мне этого мужика. Поэтому просто, когда мы говорим кардицепс и почки, все считают, что если кардицепс, значит можно, и человеку-то все равно, да, капсула или жидкий. И вот так нелепо потерять просто из-за того, что это был совсем другой препарат, хоть он называется кардицепс, поэтому имейте это в виду, это очень опасно. С почками шутить вообще нельзя. Поэтому китайцы их называют вторым сердцем. Это такое место, которое чуть-чуть и на том свете.
пиелонефрит. Итак, здесь только кардицепс и цинк. У меня сейчас очень интересная пациентка есть. Девочка, ей 26 лет сейчас, заболела она в 21 год, у нее заболели суставы. Вот, кстати, еще одно достаточно часто распространенное, да, случай, который может произойти в жизни. У нее заболели очень сильно суставы, и кто-то так, мудрый очень, да, это как раз было модно, и сейчас модно. Есть такой препарат метотрексат. Это химический препарат, очень мощный, очень быстро действительно все снимает. Кто-то у нее раздуло все суставы, они у нее опухли, такой вот хороший был артрит, полиартрит, и кто-то жутко умный назначил на полгода этот метотрексат. Кончилась у нее эта почечной недостаточностью тяжеленной, 21 год, девочка подсела на искусственную почку, мочи вообще не было. Естественно, вот в таком состоянии у нее началась аменорея, она на гормонах, на преднизолоне постоянно, то есть пришла ко мне вот такая вот девочка, очень милая, хорошенькая, такие круглые щеки от преднизолона, 3 раза в неделю искусственная почка, моча своя совершенно не идет, гемоглобин 68 где-то у нее, понимаете? Это же все микроэлементы вымываются, что там может быть, правильно? То есть это, в общем-то, она вроде как и живет 26 лет. Представили, да? Она мне рассказывала, когда она после этой искусственной почки, ей делали эту процедуру, она вылеживала полдня, и потом только была в состоянии уйти домой. И она начала принимать у нас по капсуле кардицепса и по 2 капсулы цинка. Все, больше я вначале ей ничего не решалась давать. Вот, но она параллельно все равно пила железо, потому что ей назначали, с таким гемоглобином, естественно, там препараты. Вот, на сегодняшний день эта девочка уже 1-ю степень закрыла, она у нас тише потихонечку работает, вот она выходит из дома, и она мне рассказывала, что она первая почувствовала, когда начала это принимать. Если, говорит, я раньше вот после этой процедуры, говорит, тут отлежалась полдня, а тут, говорит, я уже сразу встаю и ухожу, говорит, у меня силы, говорит, есть. И у нее появилась собственная моча. То есть, если раньше у нее мочи вообще как бы не было, сейчас она перешла, вот некоторые недели она вообще себе позволяет только 1 раз в неделю сходить на эту искусственную почку, вот 2 или 1 раз в неделю, в общем, у нее получается где-то вот там раз в 10 дней, наверное, вот раз в неделю или даже вот 10. Она сейчас намного реже идет на эту процедуру. Вы знаете почему? Эта процедура, она очень здорово вымывает из организма микроэлементы, потому что кровь от всего очищает, понимаете? И чтобы все это потом восполнить, человек вот это теряя, постепенно уходит от потери вот этих всех микроэлементов. Вот, потом мы ей добавили еще детский кальций, и вот сейчас, по крайней мере, у нее какая-то надежда появилась. Я не знаю, когда мы ее полностью снимем, потому что вот этого мужчину мы смогли снять с искусственной почки, от которого креатинин был, да, но у него это было как бы не очень долго. А она-то все-таки уже, считай, 5 лет. Почему у нее это произошло? Дело в том, что есть такое заболевание, которое называется, мы завтра с вами будем о нем еще говорить, может быть, подробнее, синдром Рейтера. Когда болят суставы, поражаются почки и поражаются глаза. И когда я с ней разговаривала, когда у нее болели суставы, у нее в это время что-то было, я специально уже выпытывала, потому что не бывает так, знаете, почки, сразу почки не отказывают от метотрексата. Вот, особенно у молодых, здоровых, да? У нее как раз в это время, на почки просто никто внимания не обратил, болели все суставы, болела спина, кто там чего будет сильно смотреть, правильно? Потом, когда болят суставы, то в почке анализы мочи на самом деле меняются. При любой интоксикации, да, почки уже реагируют белком, поэтому никто внимания сильно не обратил. А аутоиммунное состояние мы сейчас знаем плохо, это аутоиммунное состояние системное. Единственное, что, может быть, нужно было учесть, что при этом синдроме еще глаза поражаются. Они у нее слезились и воспалялись. Если бы доктор, который ее смотрел, на это внимание обратил, может быть, он бы ей что-то более щадящее назначил бы, и она бы сохранила эти свои почки, которые тоже уже были вовлечены в этот процесс. А у нее просто вот, она же пошла первой к тому, кто лечил суставы, понимаете? А не к глазнику, хотя к глазнику она, говорит, тоже тогда обращалась. И то есть ей тут же в почки на корню зарубили. Поэтому вот почему наша тибетская медицина и хороша, что мы видите, мы здесь действуем на что-то, вот кардицепс это же лучший препарат при аутоиммунных заболеваниях. И если бы это тогда было, она бы вышла из этого состояния и с почками, и с суставами, и вообще была бы человеком, понимаете. А сейчас ей, конечно, намного тяжелее, чем кому-либо. Вот, поэтому, если болят суставы, не надо прибегать к сильной химии. Надо еще посмотреть все остальное, это уж так попутно, мы завтра с вами об этом поговорим.
Значит, второе заболевание здесь это пиелонефрит. И вот по пиелонефриту, это я вам рассказывала на вводной лекции, да, но я хочу еще об этом рассказать, потому что вот эту монографию Шелудко, которую я сейчас вот читала, ну, интереснейшая, конечно, книга. И там доктор доказал, что у нас сейчас 80% того заболевания, которое мы называем пиелонефритом, это так называемые тубулоинстициальные нефриты, или ТИН это называется. Тубулоинстициальный нефрит. То есть это поражается ткань почки, и поражается она чаще всего в результате приема лекарств и снижения иммунитета. Представляете? То есть в нормальной работе клубочкового аппарата почек участвуют иммуноглобулины, которые выделяются вот этим клубочковым аппаратом почек. И когда у человека идет общее снижение иммунитета, идет падение выработки этих иммуноглобулинов, соответственно, начинают страдать почки. Нормально? Падение иммунитета, иммуноглобулины садятся. Что мы делаем с этим пациентом? Мы назначаем ему еще очень часто антибиотики, да? Антибиотики – это еще более сильное снижение иммунитета, все швах, почкой гробили. Второе – это лекарственная аллергия. Я прям выписывала препараты, да, на которые идет вот это вот тубулоинстициальный нефрит. Я вам сейчас, наверное, их зачитаю. 5 секундочек, мы сейчас их найдем. Все можно, лучше такой карандаш, чем острая память. Да? Помните такую хорошую поговорочку? Нет, лучше тупой карандаш, чем острая память. Это я правильно сказала? Да. Ну, я записывала шпаргалку специальную. Значит, вот при этих тубулоинстициальных нефритах очень часто это ведет к хронической почечной недостаточности. Значит, 7% причины хронической почечной недостаточности, давайте с этого начнем, идут от так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов. Это ботадион, аспирин, диклофенак, криоперин, ортофен, ибупрофен. То есть еще хочешь подсказать? Это вот все противовоспалительные препараты. 7% причины хронической почечной недостаточности прием этих препаратов. Дальше. Все другие лекарства 35% хронической почечной недостаточности. Представляете, то есть 7 плюс 35, да? Это вот то, что вызывает хроническую почечную недостаточность. Значит, ТИН, вот это тубулоинстициальные нефриты, вызывают диуретики, то есть препараты, которые обладают мочегонным эффектом. Гипогликемические препараты, это сиафор, это манилил, это диабетон. А представьте, что такое диабетик, да? Это человек, у которого и так почки страдают, а мы еще ему лекарства даем, от которых почки еще хуже становятся. Аминогликозиды, это гентамицин, тобрамицин и другой ряд антибиотиков. Дальше. Энолаприл, каптоприл. Слышали, да? Кто принимал? Руки поднимите. Вот почки ваши. Почки здоровые? Не знаю. Пенициллины его производные, сульфаниламиды. Так, пенициллин нам понятно. Сульфаниламиды это сульфадимитоксин, сульфадимизин, сульгин, сульфазол и так далее. Барбитураты, это фенобарбитал в частности. Дальше сыворотки и вакцины. Нормально? Практически все. Ципрофлоксацилина, то есть это вот то, что у онкобольных применяется. Интерлейкин-2, это сейчас очень модный препарат, тоже, но он больше идет онкологический. Преднизолон и манит. Манит это мочегонный препарат, который мы обычно в реанимации применяем. То есть, понимаете, получается, что даже сами мочегонные препараты вызывают вот это вот состояние. И причем мы об этом просто не знаем. Это данные профессора Шелудко. Поэтому, именно поэтому этот процесс обратимый. То есть, вот когда ставится диагноз пиелонефрит, да, хронический пиелонефрит, это считается необратимый процесс, там ткань почки тоже страдает, не только мочевыделительная система, а вот
с учетом вот этой вот данных, которые дает шелудко, да, почему идут процессы обратимые, если мы восстанавливаем вот этот вот иммуноглобулины, да, выработку иммуноглобулина в клубочковом аппарате, если мы можем восстановить повреждения, связанные с вот этими лекарствами, соответственно, можем сделать нормальную почку. Здорово? А чем занимается кардицепс и цинк? Кардицепс — это иммуноглобулины, а цинк входит в состав ДНК клеток, да, то есть восстанавливает как бы структуру самой клетки. Вот и получается, что при приеме этих препаратов, соответственно, что мы делаем? Мы вот эти изменения в почке делаем обратимыми, мы восстанавливаем структуру почки. Чем занимается наша тибетская медицина? Мы восстанавливаем здоровье. Правильно? Здоровье каждого отдельного органа и здоровье в целом. Здорово. Поэтому, но при пиелонефрите опять кардицепс, опять цинк. Пиелонефрит у вас стоит, у вас же никто не определил, что это тубулонефритный нефрит, правильно? Но с учетом, что большинство этого состояния вот к этому относится, соответственно, мы такие же меры и принимаем. Хотя, если смотрите сам пиелонефрит, это воспаление почки. Что такое кардицепс? Это натуральный антибиотик, правильно? Годится при воспалительных процессах? Запросто. Вот, поэтому здесь тоже кардицепс и цинк, и вот здесь обязательно нужен кальций. Почему? Потому что еще одно. Кардицепс хорошо работает при наличии кальция. Вот это у нас до смешного в городе, у нас те, кто жидким кардицепсом занимается, они все у нас кальций покупают, потому что даже жидкий кардицепс плохо работает без кальция. Все равно же он тоже кардицепсом относится. Какой дозе? В какой дозе? Кардицепса много не надо. По капсуле 2 раза в день его обычно достаточно. Это препарат, как бы вот он именно такого пролонгированного для восстановления действия. Мы его назначаем много только в тех случаях, когда, вот мы завтра об этом будем говорить, когда идет острое воспаление суставов и при онкологии. Это мы уже попозже будем говорить. А так вот по 1-2 раза его достаточно. То есть его ударными дозами можно только очень коротенькое время, вот при гриппе, например, 1-2 дня буквально достаточно. Вот почему нельзя много его, нежелательно. Потому что он действительно организм очень сильно мобилизует. Понимаете? А это бывает так, что если вот загнанную лошадь все время погонять, что с ней происходит? Она может упасть. Поэтому его по капсуле 2 раза вполне достаточно. Мы же с вами не хотим сразу почку восстановить за 3 дня, правильно? Извините, она у нас сколько времени наболела. Поэтому пусть будет 3 месяца. Какие наши годы, да? У нас жизнь такая длинная, что для нее 3 месяца. Если беременная, мы уже с вами говорили в лекции по гинекологии, да, что у беременных там нам достаточно бывает даже чая, если появляется белок в моче. То есть там другие причины. И кардицепс тоже можно. Кардицепс на ребенка, на плод не действует никаким образом. Так. Кальция сколько? Вот здесь вот кальций, дело в том, что здесь клубочковый аппарат почек чаще всего целый, то есть здесь как раз вот выделительная, в смысле фильтрующая способность почек не нарушена. При пиелонефрите здесь идет вот больше все это на выходе. Поэтому здесь кальция можно много. Лучше тоже детский кальций. Но что значит много? Вот обычная доза, вообще для себя запомните, минимум полпакетика, лучше даже пакетик в день. Если это мозговой кальций, хотя бы 3 капсулы в день, а не 1/3. Если это гайбао, хотя бы 1 таблетку. У нас общее такое повальное увлечение врачей, да, мы все стараемся экономить деньги в кармане у пациента, да, и назначаем все по минимуму, чтобы человек цен не пугался. Я это все понимаю. Но ведь нам нужно не то, чтобы он купил, правда? Нам нужно, чтобы был результат. Пусть он больше выпьет, но результат получит, он сам завтра деньги принесет. Так ведь? Вы посмотрите, вот ей понадобились деньги на это ультразвуковое дробление. Я не думаю, что у человека зарплата $700. Нашла. Все родню, небось, собирали, да? Вот, мотает головой. И вот завтра, не дай бог, понадобится, да, вот у любого из нас, правда, большую сумму денег. Мы пойдем и найдем ее и сделаем. Вот именно поэтому надо относиться к этому серьезно. У нас есть одна маленькая проблема. Очень многие к этому так относятся. А это же биодобавки. Это не биодобавки, а это парафармацевтики, это сильнейшие препараты, которые очень здорово могут восстановить организм любого, причем даже без врача.
потому что этим вы не навредите. Но с почками я вам почему рассказываю, потому что те, у кого почки, они уже и так знают, что им нужно аккуратненько, да? Вот. Но и все-таки вот этот вот гломерулонефрит, к счастью, это не так часто. Поднимите руки, у кого это есть. Ну, вообще болезнь дело интимное, конечно, извините, что я вас спрашиваю. Вот видите, это все-таки достаточно редко встречается, к счастью. Вот. И поэтому, в принципе, поэтому книжки и пишем, чтобы немножко объяснять, да. Но если вот вы сейчас азы знаете, да, как это принимать, уже любой из вас представляет, правильно? Как вы думаете, для чего мы эти лекции читаем? Быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо пить препараты тиньши. Причем тут лекция? Чтобы обойтись без врачей. Чтобы не бегать за врачом, да, назначь мне, пожалуйста, а то я завтра помру. А чтобы самому узнать, как можно себе помочь, да, хорошо, если доберешься до врача. Но если врача нету, мне звонят из такой тьму таракани. Где-то там они узнали про этот тиньши, кто-то там привез, там до врачей пока еще достучаться, у нас же врачи второй волной идут, да. И вот звонят, Фарида Равилина, пожалуйста, еще когда на трубку звонят, вообще супер. Представляете, за какие деньги, из какой Сингапура я должна консультировать по трубке. Супер. Я говорю, а где вы телефон взяли? А мы позвонили в издательство «Феникс», нам там дали. И вообще падаю. Я уже с ними ругалась, говорю, вы зачем вообще-то сотовый-то даете? Вот, и потом у меня сейчас домашний телефон поменялся, я представляю, сколько народу сейчас бедненькие дозвониться не могут. Потому что у меня телефон сейчас бывает, что и молчит. Понимаешь, такого вообще не было. Итак, понятно с почками? Пошли дальше. Цинк мы с вами сказали, по капсуле 2 раза при нефрите, да? При гломерулонефрите. Если пиелонефрит, там можно больше, до 6 капсул в день. Но оговариваюсь. Если человек вообще ничего тиньшовского не принимал, да, вот только начинается все равно хотя бы недельку с маленьких дозировочек. По капсуле кардицепса по 2 цинка. Неделя 10 дней, пока он немножечко адаптируется, потом больше. Не перекормите просто. Это не в том плане, что нельзя, а чтобы не перекормить. Это не относится к онкобольным. Сразу хочу сказать. Так, дальше. Мочевой пузырь проскакиваем. Идем дальше на урологию, если успеем, тогда еще мочевым пузырем занимаемся. Скажите, пожалуйста, когда у беременных белок в моче появляется, сколько надо дать? Вы были на прошлой лекции? Нет. Мы там об этом говорили. Так, кто был на прошлой лекции? Запомните, подойдете, у них написано. Вообще будет лекция. На видеокассете записано. Так, ну к мужчинам у меня особая любовь. Потому что вот эти операции были одни из первых, которым я очень часто ассистировала, когда еще была студенткой. Так, и мы сейчас с вами будем говорить о предстательной железе. Это один из самых важных органов у мужчин. Ну, потому что вот, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной, нужно, чтобы у него работали определенные вещи, правда? А работа вот этих определенных вещей зависит как раз вот в большей степени от этой железы, от предстательной железы. В чем состоит ее функция? Вообще вот мужские половые органы подразделяются на то, что снаружи, и то, что внутри, да? И вот внутри самая важная часть – это предстательная железа. Она находится вот здесь вот мочевой пузырь, здесь мочеиспускательный канал, его вот так вот, значит, как сказать, огибает, что ли, вокруг мочеиспускательного канала находится предстательная железа. Если смотреть сбоку, это выглядит вот таким вот образом, вот это сиповка, да? То есть вот здесь получается мочевой пузырь, вот здесь получается предстательная железа, здесь прямая кишка, вот она предстательная железа. Между мочевым пузырем и прямой кишкой находится предстательная железа. И именно поэтому способ диагностики, самый легкий способ диагностики, как вот определить патологию предстательной железы, это пальчик в задний проход, и она очень хорошо выщупывается. Если она такая мягкая, упругая, безболезненная, хорошая, небольшая, значит, у мужчины все нормально. Если она плотная, отечная, болезненная, значит простатит. Если она очень плотная, безболезненная, может быть с буграми, значит аденома предстательной железы.
Есть такая еще процедура, которая называется массаж предстательной железы, то есть очень часто простатит возникает на застое в предстательной железе, то есть пальчиком отсюда массажируется предстательная железа. Сразу вам скажу, не очень приятная процедура для того, кто это делает. Но для мужчин по-разному, кому-то это приятно, кому-то тоже неприятно. Представили, да, пальчик в попке? Очень приятная процедура. Вот. Но вот эту вот процедуру, массаж пальчиком, великолепно заменяет наш массажный пояс из ЦЭК. И результаты еще лучше, чем если это делать пальчиком. Массажный пояс, прям садится на массажный пояс, да, или садится на сцеп. Но массажный пояс там 15 минут, там все-таки нужно время, потому что вот это вот все после массажа должно, ну, представляете, если это отечность, да, нужно, чтобы это все потом вышло. Я вам в подробностях не рассказываю, а тут все-таки камера, да. Поэтому за 15 минут это как бы наступает. Вот за те 3-5 минут, которые можно сидеть на сцеке, это не так быстро наступает, поэтому массажный пояс выгоднее в этом плане для массажа. 15 минут. Минимум 15, можно полчаса. Это массаж предстательной железы. А потом после этого логическое завершение в жене, и вообще никакого отека и застоя не будет. Ну, в смысле... Жена это, которая соседка по постели. Вы поняли, да? Так, итак, что же такое простатит? Простатит – это воспаление предстательной железы. Когда она воспаляется, она пережимает. Что такое воспалительное? Вот у кого, когда что-то воспалилось, вот палец порезали, да, и он воспалился. Что происходит? Краснеет, распухает, отекает, да? Вот то же самое происходит с предстательной железой. Когда она воспаляется, она отекает, она суживает мочеиспускательный канал, она его сдавливает. И первое, что мужчина начинает ощущать, у него могут появиться такие, ну, неприятные дизурические, мы называем это явление. То есть ему мочиться тяжело, у него могут возникать здесь рези, особенности, это и с инфекцией связано, дискомфорт. И так как вот эта вот зона у нас сразу отражается, помните, да, сексуальная чакра где отражается? Вот. То есть у него появляются боли в пояснице, боли могут отдавать мошонку, то есть вот это вот все происходит при простатите. И первый такой основной признак, он начинает часто мочиться и мочится по ночам. Поэтому если у вас сын, муж, брат, папа встает по ночам еще не раз, это 100% хронический простатит. Чаще всего. Значит, вообще, мы немножко вперед забежать, для чего нужна предстательная железа. В предстательной железе вырабатывается семенная жидкость и вырабатываются гормоны. Вообще структура предстательной железы вот такой вот виноград. То есть есть вот такая вот строма соединительно-тканная, и вот здесь вот находятся пузыречки железы, в которых как раз и вырабатывается семенная жидкость и гормоны мужские. Значит, здесь вырабатывается семенная жидкость, в яичках вырабатываются сперматозоиды. Все это в мочеиспускательном канале соединяется и образует сперму. Почему это нужно? Потому что сперматозоиды сами пешком ходить не могут, да, им нужна жидкость, в которой они передвигаются. Поэтому, если предстательная железа не работает, жидкости нету, отсюда бесплодие. Если качество семенной жидкости плохое, отсюда бесплодие. Поэтому предстательная железа – это основной орган, отвечающий за продолжение рода, даже в большей степени, чем яички. Сперматозоиды, конечно, важно, но их там миллиарды, а вот здесь жидкости 10-15 грамм максимум, или сколько там, 30 грамм формируется. Вот это вот функция предстательной железы. Природа так сделала, что для того, чтобы мы с вами не стали рогатыми, мохнатыми и с копытами, да, и хвостатыми, у нас предстательная железа очень здорово защищена от внешнего воздействия. Что значит от внешнего воздействия? То есть предстательная железа имеет барьер, который не пропускает внутрь никакие химические ингредиенты вообще. Представили? То есть даже если мужчина работает на заводе с химической вредностью, да, то ничего в предстательную железу не проникает, потому что изменение состава семенной жидкости может вести к мутациям. Понятно? И мы вымрем, потому что мутация – это вымирание.
Но вместе с этим предстательная железа не пропускает в себя никакие лекарственные препараты, потому что это тоже химия. И если бедолашка мужчина заболел простатитом, а очень часто это бывает обязательно какой-то инфекционный фактор, никакой антибиотик ему не помогает. И ничего сюда не проникает. И поэтому, когда он приходит к урологу 1, 2, 3, 25 раз, тот ему назначает антибиотики. Все это, честно говоря, чисто для того, чтобы, ну что-то же ему назначить надо, бедолашки, правильно? И он назначает. Что происходит дальше? Но то, что он принимает, это бьет по всем органам, в том числе и по почечке, правильно? Что ж, тут куда мимо-то идти, да? Но здесь, к сожалению, не улучшает. Я помню в свое время, когда я начала работать с Тиньши, да, и обратилась к своим друзьям-урологам, они говорят: Фарида, да ты что, зачем нам их вылечивать? Это ж они нам сколько таскают. Ни один гинеколог столько от женщин не имеет, сколько имеет уролог от мужчины. Знаете, какая хорошая профессия. Поверьте мне на слово. Но тут у меня пришел недавно мой однокурсник, он великолепный уролог, да, говорит: Фарида, говорит, слушай, я тут, мне говорит, уже родители про тебя все уши прожужжали, говорит, книжки твои нашли, все, давай, говорит, я хочу, я говорю, а ты как это? Да мне, говорит, уже надоели. Одни и те же, их же очень много ходит, понимаете, ему уже захотелось немножечко вот разрезать ряды своих пациентов, да. И поэтому он сейчас вот начал очень активно, но сейчас посмотрим, как у него будут результаты. Я надеюсь, вот за эти 3 месяца он мне может еще что-нибудь конференции с результатами сделать. Итак, что же делать бедным мужчинам, что у них здесь происходит? Причины простатита. Простатит – это всегда удел тех, кто сидит за рулем. Потому что самая частая причина, от чего железа воспаляется, это застой в ней. Когда он сидит, да, вот вы представляете, целый день, да, это естественное кровообращение, там все пережато достаточно, да, идет застой в предстательной железе. Одна из причин. У более молодых и не обязательно водителей вторая причина – это у мальчиков, когда ему очень захотелось, вот он ходит, целуется со своей девочкой, да, он возбудился, а должного, так сказать, вот, завершения не произошло, потому что девочка и вообще девочка, и без замужества ни Богу ей маму не велит, да, а мальчик тоже это, и все у них раз прекрасненько, и они вот до 25 лет ходят, целуются. А он потом, после нее, пока придет домой и все прочее, у него уже все потухло и упало, а то, что должно было наружу выйти, не вышло. Понимаете, оно же здесь сформировалось, когда он возбудился. Вот поэтому, в общем-то, и поощряется так называемая свободная любовь, что якобы так вот из лечебных целей, да. Но мы с вами уже на прошлой лекции говорили, к чему это приводит у девочек, да. У мальчиков это к этому, конечно, не приводит. И по-хорошему для мальчиков лечение, может быть, и должно быть, вот когда ведут какие-то... Так, вы выключите, пожалуйста, камеру. Говорить не буду. Тут если о таких вещах говорить, да, но потому что, говорит, ну это уже лекция отдельно для мужчин, наверное. Хотя женщинам тоже полезно послушать, потому что причиной вот этого вот дела чаще всего является женщина со своей головной болью. Что смеетесь? Рыцарь в ушко. Итак, застой. Что же происходит при застое? Первая причина. Вторая причина – это когда появляется инфекция. Инфекция, естественно, идет вот отсюда, да. Хорошо, если инфекция не специфическая, это типа гонореи или чего прочего, да. А инфекция какая-нибудь, если стафилококк, стрептококк, это еще полегче, хотя тоже хрен редьки не слаще. Но если вот какая-нибудь гонорея или что-то, здесь уже тоже достаточно тяжело. Но здесь вот, когда еще оно глубоко не проникло, вот почему рекомендуется вот... Гонорея у мужчин, вот на их счастье, да, в отличие, кстати, от женщин, она идет очень остро. То есть идут такие сильные боли, что он вынужден лечиться. И поэтому очень редко у мужчин бывает хроническая гонорея, потому что у него такие рези, ему так плохо, что он вольно-снолец начинает лечиться, бежит, в общем-то, врачу. Самый лучший, кстати, до сих пор препарат – это левомицетин. Кардицепс тоже добавьте, но левомицетин, чтобы было обязательно. Вот причем достаточно большими дозами, за 2-3 дня это уйдет, а потом уже все можно продолжить кардицепсом. Вот. У женщин в этом плане хуже. У многих из них вот эти вот рези идут не сильные, да, и у женщин хроническая гонорея бывает чаще. Они как бы пропускают этот момент, когда нужно полечиться, а потом заражают мужчин. Вот. Надо постараться, чтобы не было никакой инфекции. Постараться, чтобы не было инфекции, это самое верное испытанное средство.
резиновое такое, да, и никаких ничего не будет, включая того, что если раньше гонорея, там сифилис, это хотя бы лечится, да, а вот если тот же СПИД попадет, да его только определить можно через 40 дней после того, как он попал, как минимум, а то и через 3 месяца, поэтому презерватив это лучший друг наших сыновей. И чтобы у каждого был мама следите, и папы тоже. Наверное, лучше папа следить, да, чем мама. Маме, в общем-то, как бы не очень удобно проверять, говорить, у сына что в кармане лежит, а папа может сам сунуть ему. Итак, вот это вот две причины. Застойные дела, раз, да, какая-то инфекция, и к застойным делам еще присоединяется, естественно, там слабеет, когда холодно, да, то есть, в общем-то, холод ослабляет очень сильно это место, это идет дискомфорт, и вот когда холодно, это быстрее происходит, естественно, простатитные дела. Вот почему у водителей чаще всего и бывает, что он приходит в холодную машину, да, мало что целый день сидит, да еще в этот холод сел, еще и ослабил, и у него вот это вот появилось. Значит, если есть простатит острый, то обычно на самом деле достаточно кардицепс, цинк, кальций большими дозами. Вот при остром это нужно много, потому что нам здесь нужно быстро справиться. Почему действует кардицепс? Дело в том, что кардицепс, как и народное, тоже не проникает через этот барьер. Вообще. Но у кардицепса есть одно очень важное свойство. Он стимулирует выработку клеток, Т-лимфоцитов, которые могут уничтожить любую инфекцию. И то есть, а Т-лимфоциты, они везде, правильно? Это наши родные, и они поэтому великолепно с этим делом справляются. И поэтому, когда идет острый процесс, острый простатит, кардицепс до 6-8 капсул в день, цинк, чтобы усилить иммуноглобулиновую фракцию организма, до 9 таблеток капсул в день. И кальций, чтобы поддержать эффект кардицепса, вот кальция можно немножко, там, хотя бы одну капсулу мозгового кальция. Если это все идет на фоне температуры, бывают и такие случаи, что когда это все идет с очень сильной температурой, тогда немножечко другая схема. И, кстати, вы вот эту схему напишите, она идет на любые острые инфекции, в том числе на вирусные инфекции. Это хитозан. Капсулу хитозана разводите в полстакана воды. И каждые 2 часа по капсуле хитозана. Это вот в тот период, когда идет острая инфекция. Это при любой вирус, это любая инфекция. Это не значит, что только при простатите. Это вы заболели гриппом, да? Это вы отравились. Это что бы ни было, вот это действует как, ну вот как если бы мы капали гематоз человеку, понимаете? То есть по капсуле хитозана каждые 2 часа разводим полстакана воды, выпили. Через 2 часа капсулу хитозана развели, полстакана воды, выпили. И вот промежутки через час после хитозана добавляем уже наши эти 6 капсул кардицепса с цинком. Понятно, да, схема? Это в том случае, если не просто простатит идет, а бывают такие случаи, когда и температура высокая, идет сильнейшая интоксикация, адские боли. 2 дня пережить надо это. Зато на 3-й день красота. Но самое главное, для чего вообще мы с вами с этим мучаемся? Есть один очень важный момент. Химическое лечение простатита идет к более тяжелому психологическому отношению, да, осложнению у мужчин. Ладно, бог с ним, как говорится, с простатитом, но у него падает половая функция. У него может снизиться или уйти эрекция. Представляете, что это такое? Ну, для любого мужчины в любом возрасте, а для молодого это вообще трагедия. Это полностью, это человек уже, вот он сам себя похоронил, все, я не способна, у нашего мужчин главный показатель, да, вот ниже пояса находится, их мужественности. Поэтому вот любое химическое лечение в первую очередь повреждает вот эту вот половую функцию, а именно ведет к импотенции. А когда мы с вами даем ему хитозан, кардицепс и цинк, у него потом еще лучше будет. То есть какое
время это лечение поставлено? 2 дня он пьет вот это вот все вместе на острый процесс, а потом он может остаться уже на кардицепсе и цинке. То есть хитозан нам вот в данном случае нужен для того, чтобы снять вот наплыв этой инфекции. Дело в том, что любые микробы, любой вирус, он выбрасывает в кровь токсин. И вот этот токсин дает повышение температуры. Вот чтобы вот эту интоксикацию нам снять, да, чтобы облегчить это состояние, а потом уже кардицепс с цинком и кальцием все это доделает. Это при остром процессе. Но, к сожалению, при остром процессе к нам очень мало кто попадает. Чаще попадает уже запущенные, скажем так, когда идет хронический простатит. Да мало что еще хронический простатит, он его уже 1000 раз где-то лечил, и у него уже все вытекающие отсюда последствия этого хронического простатита. Ночью мочиться встает, с женой пошли проблемы, да, и вообще и спина болит, и вообще что-то все вот не так. В таких случаях идем уже вот как обычные хронические процессы. Мы с вами уже об этом так это говорили, мы еще не говорили, да? То есть здесь мы начинаем, во-первых, его нужно сейчас освободить от того, чем он раньше лечился. Потому что вся эта химия где-то вот здесь вокруг застряла, и вот именно она уже его гнетет и нарушила его выработку гормонов. Поэтому мы сначала его начинаем чай, двойную целлюлозу, кальций. И можем уже в первой схемочке добавить кардицепс. 50 дней. Чай. Пакет на литр разводим, завариваем, вернее. Да, тут мне еще такую ересь рассказали, как вы чай завариваете. Стакан холодной воды, потом добавляете горячей воды, потом высыпаете туда пакетик и запиваете. Но сегодня мне так подробно рассказывали, для меня прямо. Понимаете, вы относитесь к нему как к чаю. Его можно заваривать кипятком, но вот не крутым имеется в виду, что вот не то, что вот у вас чайник весь да и вы выльете, а вот он все побурлил, прекратился, вот это уже не крутой кипяток, да, и после этого завариваешь. Лучше заваривать под крышечку, потому что эфирные масла тоже нужны. В одном городе мне вообще такой маразм рассказали, что там сначала чай заваривают, потом это выливают, а потом вторую заварку пьют, это вообще финиш. Понимаете, что там вообще остается? 5 минут, говорит, настаиваем, выливаем. Слышали бы это китайцы, они бы сознание потеряли от такого, понимаете? Пакет на литр заварили, постоял он 20-30 минут, пакет убрали, пусть цветочки этим пакетом попользуются, да? А мы этот литр тихо пьем, мужчина пьет, сегодня мужчина пьет. Двойную целлюлозу, если мужчина такой хороший, крупненький такой мужчина, да, больше 80 килограмм, то по таблетке 3 раза в день. Еще не бойтесь, что от целлюлозы будет запор. У вас уже здесь, понимаете, у всех вот на целлюлозу это... Только вы не переживайте, у вас запор будет. Он сидит и ждет, когда запор начнется. Вот у каждого, кто говорит, да, он говорит, удивительно, у меня как почему-то запора не было. Говорит, меня предупредили, что будет, а у меня не было. Вы понимаете, абсолютно не у всех и не должно быть. Просто почему бывает? Потому что когда вялый кишечник, и когда мы пьем его натощак и потом кушать не собираемся, кишечник шевелиться не хочет. Объясняю. Вот утром, да, в 7 часов меридиан кишечника. Простой советский товарищ, который встает обычно в 8, да, просыпается в 7, выпивает эту двойную целлюлозу, разжевал, туда засунул, водой запил, оно там легло. Ты лег спать дальше, кишечник тоже вместе с тобой спит, естественно, да? И когда ты уже пока проснешься, и все, оно там уже разбухло, расперло, все закрыло, попробуй протолкнуть. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, вот кто же у меня был, да, за 10-15 минут, за 5 минут до еды выпили эту двойную целлюлозу, можете во время еды ее выпить на здоровье. Разжевали, выпили, запили не литром воды, желудок же лопнет. У меня, говорит, кружка 400 грамм. Я когда представила, как она бедная этими 400 грамм, может, говорю, все-таки, ну, вообще-то, может быть, поменьше, может, 350. Но вы представляете, вот 350 сразу выпить. У меня живот заболел, когда представила. Это же тяжело, правда? Даже если ты любишь пить, да, вот это вот сидеть и давиться этой водой. Там вообще ничего уже потом не хочешь. Поэтому выпили, ну, стаканчиком, ну, 150 грамм водичкой. Все равно вы пока кушаете, еще попьете, правильно? Потом это компотиком запьете. Потом еще где-нибудь водички выпейте. Просто наберите свои 3 литра за день.
Это не значит, что ты должен набрать 3 литра за день. Это вот завтрак выпил литр, в обед выпил литр и в ужин выпил литр. Ради Бога, в завтрак выпил стакан, через час еще стакан, потом через час еще стакан. Вы в конце концов, если трудно регулировать, сделайте себе банку кваса, например, да, и вот за день вы эту банку глотками должны выпить. Это реально. Каждому, правда? Но когда ты себя заставляешь завтрак, обед и ужин по литру, это вообще страшно. Это, во-первых, никакой желудок не выдержит, ему плохо сразу от этого становится. А если так по чуть-чуть и не заметишь, вот просто для себя вот поставьте эти, не сразу, конечно, вчера литр, а сегодня 3, там точно отечете. Вот, поэтому мужу сделали этот литр, мужу, брату, сыну, папе, да? Он целый день его пьет, у папы уже одно, у него немножко другое, это вот больше для мужей. Вот. Двойную целлюлозу по таблеточке 3 раза в день во время еды можно или прям непосредственно перед едой запивать там стаканчиком воды, лучше чаем этим запивать, тогда вообще перистальтика хорошо работает, очень редко бывают запоры. Вот. И если у него повышенное давление, тогда двойную целлюлозу чем заменяем, грамотные мои? Умнички, хитозаном. И хитозан лучше разводить в водичке, пить, вот тогда он тоже. Кстати, вот тоже миф, что хитозан вызывает запоры. Вот он вообще никогда запоры не вызывает. Если его разводить полстаканчика водички. Вы тут прямо на запорах, это понятно, да. Так, у кого это все вызывает? Ну ладно, не буду говорить, что подняли руки, да. Потому что кто-то на меня удивленно смотрит. На самом деле это так. Это, наверное, единственный город, в котором от всего идут целовы. У всех остальных все нормально. Может быть, вы островом мало видите, я не знаю. Или вы, да вроде не спите, вы всю ночь ездили, да, все улицы запружены народом, вроде спать сильно не любите. С чего у вас такие кишечники спящие, непонятно. Двойную целлюлозу, кальций на ночь мозговой. Лучше мозговой нашим мужчинам, спокойнее будут, да? А то они у нас в основном вспыльчивые, редко бывают спокойные, к сожалению, еще работа такая. Вот, и кардицепс, вот тут кардицепс, да, где-то через час после еды лучше. В 11 часов дня где-нибудь давайте вот на меридиан биоэнергетики, да, мужчин тоже беречь надо биоэнергетику их. И в 17 часов, независимо от еды, но желательно, чтобы хотя бы час это было, да, до двойной целлюлозы или хитозана, но в принципе это тоже не принципиально. В 11 и в 17 часов по капсуле кардицепса. Это мы хроническим простатитом занимаемся, вы помните, да? 50 дней мы это пьем. Кардицепс в 11 и в 17 независимо от еды. Так, мне так нравится, когда женщины пишут хронические. А как же? Правильно. Кто позаботится о наших детях, кто пишет о наших мужьях, да? Как у меня муж смеется, я, говорит, твой младший ребенок. Так, дальше второй этап. Вот второй этап очень важный. Дело в том, что при хроническом простатите, да, здесь начинается изменение гормонального фона и идет изменение стромы и микроциркуляции, то есть структуры железы и микроциркуляции. И второй уже этап у нас направлен не только как бы против вот именно инфекции там или чего-то против воспаления, да, а во втором этапе мы начинаем восстанавливать структуру железы и ее гормональный фон. Поэтому вторым этапом идет схема, которая очень хорошо идет при импотенции. Это ИК, это цинк и это мозговой кальций. И во втором этапе начинаем сажать мужа на массажный пояс. Это лучше делать во втором этапе. 15 процедур подряд. Если массажного пояса нет, есть цех по 3-5 минут, ежедневно тоже 15 процедур подряд. Попочкой сидеть. Сколько минут? Так, на массажном поясе начинаете с 15 минут, потом может до 30 режим вибрации. Режим вот вибрации идет или вот этот вот, который самый чередующийся режим, да, или прям постоянно. Знаете, очень хорошо. А на стыке 3-5 минут. Цех достаточно 3-5 минут, причем начинаем минута, сегодня, завтра 2, потом 3,
и потом 15 процедур по 3. Если мужчина помоложе, 5 минут, если мужчина постарше, 3 минуты достаточно. Так, что дает эта схема для мужчин? Вот первое понятно, да, часть двойной целлюлозы, мы его как бы систему сделали, да, кардицепс как противовоспалительный, против там микробов, если они у них есть, да, кальций нормализует pH, то есть pH крови, да, это та среда, при которой лучше работает кардицепс, лучше справляются наши Т-лимфоциты, которые защищают нас от бактерий. А вот вторая схема, она очень интересная. Дело в том, что от чего зависит вообще потенция мужчины. Так, есть кто-нибудь, кто не замужем? Руки поднимите. Ага, ну в смысле вы не знаете, откуда дети берутся, да? Так, вот девочка у нас, конечно, совсем юная. Может, мы девочка, ничего если послушаешь, да? У меня, в принципе, дочка тоже юная, но вот поработала в урологии перевязшей, сейчас все знает. Я думаю, что можно, да? Все. Значит, эрекция зависит от крови наполнения кавернозных тел. Представим анатомию мужчины, да, рисовать не будем, сами вспомните, да? То есть кровенаполнение – это очень важный момент. И поэтому первое, что мы делаем, мы восстанавливаем микроциркуляцию кавернозных тел и вот это вот кровенаполнение. Этим занимается ИКАН. Это первое. Второе, ИКАН – это эмоциональный фактор. Помните, мы с вами говорили, да? То есть очень часто у мужчины есть бзик, что у него не получится. Даже если у него все получается, где-нибудь чуть-чуть прокол был, а у него же хронический простатит, значит, соответственно, проколы были, и он боится, что у него этот прокол опять произойдет. Вот ИКАН ему дает забыть про этот прокол, и он становится готовым на все, у меня все получится, у него все получается. Тем более, что мы ему кровенаполнение улучшили. Это первый фактор. И вот этот фактор очень важен еще для мужчин, которые постарше, потому что очень часто атеросклероз сосудов тоже ухудшает кровенаполнение этих кавернозных тел, и получается возрастные отсюда проблемы. Это только один фактор. Второй фактор – это цинк. Это гормональный фон, это гормон тестостерон, который тоже отвечает за эрекцию и за эякуляцию. Вот есть два вида импотенции, когда у мужчины слишком не встает, а второй, когда у него слишком быстро происходит семяизвержение и, скажем так, быстро отпадает. Это тоже очень достаточно неприятное явление. Вот для того, чтобы встало это ИКАН, чтобы это подольше было и не опадало быстро, это цинк. Ужас, что я вам рассказываю. Спасибо. Ну, в конце концов, кто-то должен вам об этом рассказать, да? Так, и третье. Зато какие вы у меня грамотные будете, любому урологу 100 очков вперед. Так, кальций для мозга. Для чего нужен кальций для мозга? Еще один фактор. Когда наш бедный мужчина, замотанный проблемами на работе, да, пришел, и вместо того, чтобы думать о наших любимых, да, о чем он думает? О том, что у него там подрядчики что-то не привезли, вот чтобы ему от этого включиться и думать, о чем положено, ему нужен мозговой кальций, который нормализует процессы возбуждения и торможения в головном мозге. И опять-таки мозговой кальций помогает ему снять страх, что у него не получится. Психологический фактор тоже очень важен. Итак, вот эти вот 3 препарата, ну почти беспроигрышная программа при импотенции. Но, если это не импотенция, которой уже 12-15 лет. Понимаете? У меня есть такой пациент, которого... Вообще там жена сказала, что может быть у него с ней не получается, а в другом месте получается. Мы уже потом к этому выводу пришли все-таки. Потому что так это... Ну это все равно есть косвенные признаки. Вот. Просто к тому, что если вот 15 лет у мужчины ничего не получалось, да, а потом вдруг сразу он захотел, чтобы получилось, тут, конечно, могут процессы быть более глубокие, понимаете? Но, в принципе, и с таким мужчиной вот это вот попытаться подольше можно. Вообще схема, вот эта вот, схема приема вот второго курса, это 3 месяца. 3 месяца вот эти 3 препарата и массажный курс. Но я вам хочу сказать, у меня есть доктор, уролог, он работает в Средней Азии, у них там зарплата у врачей $20. Представили, да? Какая у них ценовая политика. И поэтому с учетом, что у нас ИКАН $38, да,
это достаточно, ну, скажем так, дорогая схема для его пациентов. Так вот, когда я у него была в прошлом году, я надеюсь, он приедет к нам сейчас на конференцию, потому что он собирался, а сейчас там же в Киргизии, он в Киргизии живет, там сейчас вот этой вот революции, он сейчас там президента выбирает, понимаете, какой-то выборной команде и все прочее, я боюсь, ему уже не до нашей конференции, просто-напросто будет. Но надеюсь, приедет. И он мне рассказывал, у него 60 случаев ушла импотенция только на цинке и массажном поясе. Понимаете? Максимально дешевая схема. Причем цинк, упаковка вместе с цинка и массажный пояс. Супер, да? Вот это мне вообще понравилось. Вот, поэтому можно попробовать по дешевой схеме, но я вам объяснила, что каждый из них делает. Поэтому вы трезво взвесьте вашего мужа, брата, сына и кого там еще хотите, да? И решите, что для него лучше. А с учетом, что икан это мозги, это сердце, да? Цинк это у нас еще тоже куча всего заканчивается. И кальций, поэтому мы у него столько проблем решим, а он же наш родной, согласны? Поэтому вот лучше вот эта схема. Такие вот у пациента есть склонность к повышению давления, то сначала начинайте вот по одной капсуле. Да? 3 дня по одной подавали. Через 3 дня добавили вторую капсулу. Перед едой пьется икан. Еще через 3 дня добавили 3-ю капсулу. То есть потихонечку увеличивайте дозировки. Если это кто-то достаточно молодой, да, или вот давления нету, невысокое или даже низкое давление, тогда можете, вот хорошая дозировка, 3 капсулы 3 раза в день. Перед едой. Такая хорошая дозировка. Цинк. 2 капсулы 3 раза в день после еды. Можно больше. И, кстати, по цинку вот есть тут еще один момент. У меня один из первых пациентов такой был, да, пришел мальчик 26 лет и говорит: доктор, дайте мне что-нибудь такое. У меня, говорит, раньше было 4 раза за ночь, а сейчас только 1. Выпил упаковку цинка, все восстановилось. То есть вот в таких случаях, когда совсем молодой, да, и что-то вот ему не так совсем нравится, достаточно даже цинка бывает. То есть цинк же не зря называют китайской виагрой. Его на больших дозировках он практически действует как виагра, только пролонгированного действия. То есть не, вот виагра ее выпил, да, вот она в течение суток действует и все. А цинк выпил, первые сутки оно еще пока не действует, а на вторые, третьи начинается эффект, но зато уже потом надолго, понимаете? То есть немножко более другой эффект и получается дешевле, потому что таблеточка виагры это 372 рубля минимум идет, понимаете? Там 372 и больше. А тут упаковка цинка 350 рублей. Представили, сколько? И если вы хотите, чтобы цинк действовал как виагра, то есть быстро, это по 12 таблеток в день. То есть едем на курорт, берем баночку цинка и соседу за столом. Ну и что седина в голову, да? Старый конь борозду не испортит, да? А мы ему еще цинка. Я к тому, что в санаториях молодежи почти нету. Ой, сейчас муж послушает, скажет, что ты там рассказываешь. Командировки отпускать не будет. Значит, цинк по 2 капсулы 3 раза в день минимальная дозировка, можно больше, если там вот хотите больше эффект. И мозговой кальций мужчинам, в принципе, можно немного по капсуле на ночь, но если у него хороший остеохондроз, можно даже до 3 капсул на ночь, имейте в виду. Если у него хороший остеохондроз. А на ночь можно 3? Да. Только дайте ему где-нибудь за час до сна, чтобы он прописался, потому что мозговой кальций, он все-таки мочегонит, он у вас потом без простатита будет ночью вставать. И вы ему диагноз поставите. Да, и вы ему, он уже здоровый, а вы его на диагноз поставите. И потом уже просто желательно, вот там, где был хронический простатит, у нас в медицине есть такое выражение: хронические заболевания не излечиваются, а критерий излеченности – это стойкая ремиссия. То есть, когда долго нет обострений, значит, у человека все хорошо. Но чтобы не было обострений, хотя бы раз в год кардицепс, цинк, кальций или икан, цинк, кальций ему в течение месяца давать. Так, сейчас прохихикаем всю лекцию, нам еще с вами одно можно рассказать. Так, раз в год в течение месяца кардицепс, цинк, кальций или икан, цинк, кальций.
Это как профилактика. Вообще цинк каждому нормальному мужчине после 40 лет нужно 3 месяца в году пить, чтобы у него нормальный был гормональный фон. А сколько потом перерыв делать в приеме цинка? В приеме цинка 2-3 месяца перерыв можно делать. То есть в смысле все время только чуть перерывами, да? Мудрая женщина, правильно? Зато у нее фибромиома никогда не будет. Мы же с вами об этом говорили, да? Поэтому все будут здоровы, и он, наверное. Так, вот это вот вторая трехмесячная схемка, и эту схемку можно применять. Если вот какие-то нарушения потенции есть, да, заманчиво сразу с этого начать. Но лучше все-таки первый курс тоже сделать, потому что мы не знаем, с чем связано нарушение потенции. А первая схема, чай, двойная целлюлоза, кальций и кардицепс, она еще регулирует тоже гормоны. Гормон надкостчиков, кардицепс, эстрогены, двойная целлюлоза, чай, гормоны щитовидной железы. У мужчин тоже может быть где-то там нарушение, которое ведет за собой все остальные. Поэтому какой бы соблазн ни был сразу с этого начать, лучше все-таки первый курс провести. Второе, более сложное заболевание – это аденома. Вот аденома предстательной железы, она так же, как и фибромиома у женщин, бывает у мужчин тоже достаточно часто, но, к сожалению, если без фибромиомы женщина может прожить, и после климакса она у нее чаще всего рассасывается, вот аденома – это удел всех мужчин абсолютно. Но это не значит, что все бедные мужчины, да, что происходит при аденоме. Дело в том, что вот в норме железа, она мягенькая, это в основном виноград. Со временем, когда уже гормональный фон нарушается, когда железа начинает стареть, если был простатит, это происходит намного раньше. У меня вот есть пациенты, у которых аденома предстательной железы уже 34-35 лет, представляете? Хотя в норме вот это должно начать возникать только после 50-60 лет, начать. А там пока еще сформируется. То есть вот эта вот вся ткань железы начинает тихо заменяться вот этими вот кисточками, не самим виноградом, а этими стебельками. И железа становится плотная, она уменьшается или увеличивается, наоборот, в размерах, если она растет. То есть аденома это идет в принципе как доброкачественная опухоль. Может быть бугристая, то есть когда вылезают аденомы буграми, то есть вот как фибромиома у женщин, такие же узлы аденомы у мужчин. И вот в таких случаях что происходит? Вот эта вот плотная железа, тут уже начинает не просто отеком уменьшать мочеиспускательный канал, а она уже конкретно его начинает суживать. И первый признак аденомы у мужчин, у него становится тонкая струйка мочи. То есть вот она всегда была такая, а тут она вдруг становится тоненькой. У некоторых она может идти чуть-чуть вбок, может быть с перерывами, то есть он хочет помочиться, моча не сразу идет, а чуть-чуть вот перерыв. И там уже в зависимости от стадии вот эти вот изменения, сначала струя потоньше, потом совсем тоненькая, а потом бывает так, что он, когда мочится, струя совсем тоненькая, и бывает так, что он помочиться не может, оно идет плохо, а когда он не мочится, не хочет мочиться, у него потихонечку в трусики подтекает. Вот именно этим обусловлен тот запах, который бывает вот у многих стариков. То есть это как раз говорит уже о 3-4 стадии аденомы. Когда уже вот настолько становится железа плотная, да, что здесь вот не перекрывается сфинктером это отверстие, тут у нас сфинктеры есть мышечные, и постоянно у него потихонечку капает. Что делать в этом случае? Ну, во-первых, сразу договариваемся, аденома – это доброкачественная опухоль. Соответственно, мы к ней относимся как к опухолевому заболеванию. И поэтому здесь обязательно кардицепс, икан, хитозан, то есть это противоопухолевые препараты. Для того, чтобы вот этот процесс остановить, очень большое значение в развитии этого процесса имеют женские гормоны. То есть, вот мы с вами говорили на прошлой лекции, да, и у мужчин и у женщин выделяется одинаковое количество гормонов. И когда у мужчин становится меньше женских гормонов, у него и мужских становится меньше, и женских.
вот тогда у него начинает формироваться аденом предстательной железы. И поэтому в практике лечения этого заболевания очень часто применяются женские гормоны. Но мы с вами что решили? Гормоны это вредно. Правильно? И поэтому здесь мы мужчинам обязательно назначаем чего? Канли, совершенно верно. Но у девочек мы начинаем канли назначать с 35-40 лет обязаловкой, да? А у мужчин с 45 до 50 он принимает 1 раз в год, после 50 желательно 2 раза в год по одной упаковке. Если у него аденома уже сформировалась, то первый раз желательно даже 3 месяца канли попить. И вот тут схема аденомы уже, часть хитозана мы здесь ему назначаем, то есть тоже как очищение, но хитозан как противоопухолевый еще идет. Кардицепс кальций – это первые 3 месяца, чай хитозан, кардицепс кальций. Второй этап, вот этот можно, и сюда мы еще добавляем канли. Почему второй этап вот этот? А потому что нормальный мужчина в 70 лет еще вполне может выполнять свои функции. Так что, когда кто-то говорит, ой, мне уже 50, да что ты от меня, жена, просишь, да, сочкуете. До 70 лет вы не получите, потом подумаете. Вы не смейтесь, это на самом деле нормально. И тем более с учетом, что вот этот процесс, это такой же физиологический процесс, как все остальные, которые у нас происходят, процесс дефекации, процесс мочеиспускания, и он тоже для организма необходим. Поэтому если у мужчины здесь все в порядке, значит у него физиологически он более здоров, чем любой другой, понимаете? А если нам хочется, чтобы рядом с нами был здоровый мужчина, следим за этим процессом тоже. Так что не смейтесь, относитесь к этому серьезно. Итак, вот это вот второй этап, тоже 3-месячный. Если у него это только в самом начале. Если вот такая ситуация, когда это уже мужчине, скажем так, за 70, да, и у него уже потихонечку трусики подтекают, такое тоже бывает. Здесь уже смотрим, исходя из того, что у него еще куча всяких других проблем, да, но вот эти препараты уже вот в этих проблемах все равно будут участвовать, понимаете? И что здесь делают эти препараты? Цинк нормализует вот как раз вот эти вот сфинктеры, которые у него плохо работают, и именно поэтому у него подтекает. Кальций мозговой то же самое. А икан будет вот эту вот структуру, плотную структуру предстательной железы все-таки размягчать. Немножко там улучшается микроциркуляция. Я не скажу, что это процесс совсем обратимый, он, к сожалению, необратимый, но его можно затормозить. И, в общем-то, здесь вот это его подтекание можно прекратить. Вот на этой схеме. У меня такие случаи были, вот именно с мужчинами, которым уже далеко за 70. Отношение к операции. Ну вот здесь та же самая ситуация, когда я сама оперировала, я, в общем, тоже была сторонник операции. Операция проводилась, вот сейчас она еще проводится способом, когда мы идем через мочеиспускательный канал, да, и там, в общем-то, достаточно сложный все равно процесс получается, отсюда все это удаляется. Самая такая, как говорится, доступная операция, это когда разрез делался через мочевой пузырь, там на задней стенке предстательная железа, и оттуда все это вылущилось. Вот в мое время вот мы эту операцию чаще всего делали, когда я начинала. Но тут есть один маленький нюанс. Очень часто, это вот здесь вот мы делаем разрез, да, чтобы туда попасть, а именно здесь проходит вот эта вот нервно-рефлекторная зона, да, за счет которой мочевой пузырь именно закрывается. И одно из очень нехороших осложнений этой операции, потом начинает моча течь. Понимаете? То есть у него была аденома, но она не в той стадии, как у стариков, да? Он сходил на операцию, и он уже потом постоянно ходит с подгузником. Причем у меня были случаи, когда в 50-52 года вот ко мне приходили пациенты. Ну, в общем, это, конечно, очень сильно зависит от уролога, да, но не факт, что вот именно вот вашему мужу, брату и там кому-то, да, отцу не повезет и вот не получится так, понимаете? Вот поэтому лучше не делать. Делать операцию в том случае, если идет процесс все-таки вот 100% злокачественный.
Там уже, как говорится, деваться некуда, там без вариантов, там можно убрать. Когда подозрение на злокачественность. Подозрение на злокачественность, когда бугрист, аденома, там кахексию дает, гемоглобин низкий, еще что-то, там еще можно убрать. Если подозрения на злокачественность нет, да, то вот лучше все-таки вот этим вот консервативным способом, и вот тогда хотя бы год, чтобы он постоянно наши препараты пропил. И пропил как противоопухолевый, даже при доброкачественной схеме. Это хитозан, холикан, кардицепс, икан, долго. По 3 месяца, мы с вами будем говорить об этом на онкологии. Вот эта схема, которая будет на онкологии, вот ее как раз при аденоме, если вы не хотите, чтобы он пошел на операцию. Еще. Это второе осложнение. Первое осложнение чаще всего, да, и почему вот, ну, в общем-то, во всем мире урологи не очень любят эту операцию, после операции это импотенция. У большинства мужчин 65-70% развивается импотенция после операции, даже если предстательную железу не всю убрали. Хотя вот у меня сейчас есть пациент, которому 72 года, 3 раза в неделю как минимум, да, и у него была операция по поводу аденомы, вылущили узел, ну вот все хорошо, но это, к сожалению, вот как бы больше исключение из правил, чем правило. Понятно с аденомой? Вопросы есть? Я просто еще об одном, я вам забыла рассказать заболевании, поэтому я хотела понимать. Есть вопросы? Нет, почему мы с вами все-таки сегодня давайте не успеем, да? Потому что есть еще одно заболевание, которое очень часто сейчас встречается, но о котором мы с вами не говорили, это кисты почек. Согласны, да? Просто я вот хотела об этом тоже сказать. Кисты почек, ну вообще я не знаю, с чем это связано, да, или с нашей экологией, или может с тем, что у нас сейчас диагностика лучше стала, потому что сейчас буквально каждому уже УЗИ делают, да, потому что вот наш зал сейчас пропустить, да, по УЗИ, и буквально у каждого 5-го кисту почки найдут, понимаете? Этого заболевания стало очень много. Что же это такое? Если это единичная киста, киста это признак хронического воспаления. Чаще всего. Это не опухолевое заболевание, это чаще всего признак хронического воспаления в любом органе, где бы эта киста не возникла. Мы имеем кисты яичников, мы имеем кисты печени, поджелудочной, почек и так далее. То есть это какой-то длительный, вялотекущий, может быть даже незамеченный, недиагностированный хронический процесс. Вот. И в чем она проявляется? Вот воспалительная жидкость, да, это какая-то полость, внутри которой воспалительная жидкость, а уже по краю этой полости такие вот измененные клеточки, так сказать, ну, дегенеративные клетки, скажем так. Извините. Поэтому отношение к кисте идет как к воспалительному процессу, но с учетом, что эти клетки дегенеративные, измененные, да, то есть и частично как к опухоли все равно, но к доброкачественной опухоли. Очень хороший эффект на любые кисты оказывает кардицепс, потому что он обладает и противоопухолевым, и противовоспалительным эффектом. И поэтому там, где киста, мы относимся к этому как к хроническому пиелонефриту. Мы с вами разобрали схему, да? Но с акцентом именно на кардицепс. То есть там, где есть кистозное образование, кардицепс принимается длительно, по капсуле 2-3 раза в день. Если киста очень большая, можно больше. И в течение 5, 6, 8 месяцев постоянно вместе с кальцием. То есть начинаем как любой воспалительный процесс, как любой хронический процесс, да, то есть чай, там, например, хитозан, или двойная целлюлоза, еще с учетом, что если эта киста есть, функция почек не страдает. Обычно при кисте не страдает функция почек, но если вот креатинин или что-то там не в порядке, то там мы уже кардицепс, цинк, вы помните, да? Мы там аккуратненько, осторожненько. Есть второе заболевание, более сложное. Вот это вот заболевание, оно больше идет генетическое, очень часто передается по родове. Это поликистоз почек. Вот это более сложный процесс. Это обычно люди, у которых обязательно идет гипертония почечная, то есть там идет дегенерация почечной ткани. И поликистоз почек очень часто может вообще с любым поликистозом как бы идти параллельно. Это может быть поликистоз печени, это может быть поликистоз легких.
Это получается, знаете как, вот если киста, например, где-то вот одна кисточка и все, да, при поликистозе вот вся почка, она имеет вот такую вот как бы ячеистую такую структуру, функция почки обычно нарушается, давление у такого пациента повышенное, и вот тут все не очень хорошо, потому что очень часто такие почки вынуждены убираться, потому что они не работают. Мало того, кисты, если большие, вот опасность кист при физической нагрузке какой-то, да, при ударе или при чем-то киста может лопнуть. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть жидкость это может куда-то излиться, да, это может вызвать шок, это может быть, ну, самые непредсказуемые последствия. А при поликистозе какие-то кисты более большие, какие-то меньшие, вот там опасность это, естественно, вдвойне вырастает. То есть там получается, вот она, почка вот такая вот, знаете, как будто из пузырей. А если на почве сверху? Ну, оно вот как раз и выделяться может, естественно, куда угодно, оно как высит, я вам просто внутри почки, а там оно может вот сюда, например, выбирать или еще где-то, это не имеет значения, чем это плохо. Вот я просто рассматривала больных, да, у меня есть такой один пациент, ему одну почку убрали по поводу поликистоза, вторая почка у него гипертония, все прочее было. Вот он сейчас просто принимает наш кардицепс, практически, причем не постоянно, да, я очень настаиваю на том, чтобы такие пациенты принимали кардицепс постоянно. Кардицепс, кальций, вот цинк периодически, да, а он принимает 2 раза в год, но тем не менее это помогает ему как бы вот жить, работать, да, более-менее поддерживать свое давление и, в общем-то, живет, по крайней мере, хотя одну почку уже по поводу поликистоза убрали. Чем плохо это заболевание, оно у детей, у родителей, то есть если вот у кого-то нашли, да, то ищите у ближайших родственников. У кого-то это еще может быть. И пока это, как говорится, не перешло в ту стадию, когда уже полностью весь орган поражен, и когда уже все вторичные дела пошли, вот в самом начале можно попытаться восстановить структуру этого органа. Почему я говорю этого органа, почему не почки? Потому что это может быть в легких, это может быть, я вам сказала, в печени. Поджелудочный поликистоз бывает реже, там просто кисты. Но вот для печени поликистоз и для легких у меня был один пациент, но вот они там, родители решили, что это лечение для них дорого, и они ушли с моего горизонта, вот я не знаю, как там ребенок, там поликистоз легких. Представляете, вот все легкое, вот в таких вот пузырях, да, практически не дышит, ребенок, конечно, тяжеленный, из какой-то деревни, вот они у нас в ДРКП наблюдались, но вот потерялись у меня эти пациенты, я боюсь, что там вообще могло самое страшное произойти, потому что кисты лопаются, у ребенка уже несколько раз кисты лопались. И там идет вот пневмоторакс, в общем, ну, не очень хорошие дела такие. Вот, поэтому проверить, вот если у кого-то поликистоз нашли, например, вот у брата поликистоз, да, обычно передается по мужской там или женской линии. Значит, нужно посмотреть у его брата, надо посмотреть у его сына, надо ждать у его сына. Но иногда бывает, что это может у дочки быть, понимаете? И нужно быть уже настороже. Но хочу вам сразу сказать, вот если ребенок рождается у такого папы, да, или у такой мамы, когда вы детский кальций начнете, дело в том, что вот цинк обладает способностью, детский кальций же входит в цинк, да, цинк обладает способностью нормализовать ДНК клетки, понимаете? То есть вы вот этот вот ген как бы можете вот не включиться, сделать так, чтобы он не включался. После года чуть-чуть спирулина, то же самое. У нас в Казани есть такой профессор Ахмеров, он генетик, который доказал, что если есть какое-то генетическое заболевание, и если делать коррекцию микроэлементами, витаминами вот этого ребенка, у которого должно развиться это генетическое заболевание, то оно не развивается. Понимаете? Есть такой факт. Поэтому наше здоровье в наших руках. И если мы знаем, мы будем настороже, да, у нас есть что-то, чем мы можем вот это постараться, конечно, может быть не 100%, но насколько можно предотвратить. Иметь это уже в виду. И поликистоз, ну поликистоз яичников, там гормональный фон нужно нормализовать, там чисто с гормонами. Вот, там, где идут железы, там чисто с гормонами связано. Поликистоз яичников это такое вот чистейшее гормонозависимое заболевание. И там то же самое, кстати, кардицепс регулирует надпочечники. Надпочечники обычно виноваты в этом процессе. Мы регулируем заодно яичник. Так что схема похожая. Понятно все? Все, вопросов нет? Моя 5-я чакра сегодня что-то подсела.
Все, завтрашняя наша тема. Какой вопрос? Так, вот на кальций перерыв делать не обязательно. Есть несколько препаратов у китайцев, которые можно пить без перерыва. Это может быть чай, кальций, двойная целлюлоза, хитозан и кардицепс. Вот эти 5 препаратов, которые можно пить и нужно пить без перерыва. Но кардицепс пьется, когда есть необходимость, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот для кормящей мамы 5 месяцев какой кальций принимать? Лучше детский. Вообще, знаете, у меня любимый кальций детский, потому что в нем все. Поэтому, когда не знаете, какой, то детский. А детского кальция? Кстати, вот насчет полнеет, или вот кто-то говорит, я от спирулины полнею, да, там, или от детского кальция полнеет. А детского кальция полнеют те, кому надо пополнить. Кому не надо, они не полнеют. Но хочу сказать, он действительно, в общем-то, помогает поправиться, поэтому если боится, что пополнеет кто-то, да, тогда просто его вместо еды. Не так у нас, знаете как, я худею, наелась, а потом спирулиной заела, да? А тогда уж спирулина вместо. Вот тогда все нормально. А кальций как лучше пить? Первую половину дня или вторую? Кальций хорошо пить, лучше всего усваивается через час после еды. Первую половину дня вообще вот для кого как. Вот, например, у меня от кальция он меня тонизирует, да? А у моей мамы она его спит. То есть вы посмотрите. Есть люди, которые он выпил мозговой кальций, тут же уснул, да? А есть такой, который выпил и вот с такими гляделками всю ночь проходил, да? То есть просто вы подберите под себя. Это же не лекарство, правильно? Все можно под себя подобрать. Комфортную дозу, комфортный прием, все-все-все. Меридианы, там, дуиды, это все хорошо, конечно. Нет, просто говорили, что в темное время суток кальций лучше усваивается. Что за ерунда? Когда у нас во время белых ночей он вообще не. Нет, относитесь к этому так же, как вот